декабре 2008 года в Таджикском государственном медицинском университете имени Абулим Сино проводится реформирование медицинского образования с адаптацией к стандартам европейского и международного медицинского образования. Для реформирования наш университет был поддержан швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству в Республике Таджикистан, выделяя грант для реализации проекта реформы медицинского образования в Республике Таджикистан. В качестве основного партнера был выбран Швейцарский институт тропического и общественного здравоохранения. А в качестве консультантов были привлечены международные эксперты, профессора из университетов Цюриха, Базеля, Швейцарии, университета Калгари, Канады и Казахстана. В рамках проекта реформирования медицинского образования пересмотрены стандарт, учебная программа и учебный план медицинского факультета университета с адаптацией к стандартам европейского и международного медицинского образования, направленный на подготовку врача общей практики, развитие семейной медицины, повышение качества знаний, навыков и умений студентов и выпускников университета с учетом потребностей в системе здравоохранения Республики Таджикистан. Всеобщая история медицинского симуляционного образования неразрывно связана с развитием медицинской науки и научно-техническим прогрессом. В нашей стране в рамках концепции реформирования медицинского и фармацевтического образования, утвержденной правительством Республики Таджикистан в 2008 году, и в рамках проекта реформы медицинского образования решением ученого совета Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али Мусина в 2012 году был образован Центр обучения практических наук. Целью создания данного центра была поддержка и развитие клинической компетенции обучающихся, обеспечение оптимальной среды для клинического и коммуникативного обучения и реализация принципа непрерывного обучения. Девизом центра стало обеспечение соответствующей образовательной среды. По инициативе ректора Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али Сино, профессора Гулзода Мамашу Курбонали и всесторонней помощи руководства Швейцарского агентства развития сотрудничества в Республике Таджикистан, Швейцарского института тропического и общественного здравоохранения и проекта реформы медицинского образования, Центр обучения клинических навыков переведен на 2 и 5 этажи нового достроенного пятиэтажного учебного корпуса университета с расширением возможностей и повышением эффективности использования Центра обучения клинических навыков в рамках 3-й фазы проекта реформирования медицинского образования. В 2017 году Центр переехал в новое здание в комплексе учебных зданий Шифобахш. Имеется 14 учебно-клинических аудиторий, общая площадь центра составила более 1300 квадратных метров. В центре преподают более 400 практических навыков по 10 клиническим специальностям, такие как акушерство, гинекология, анестезиология, реанимация, внутренние болезни, педиатрия, неонатология, сестринское дело, отоларингология, офтальмология, стоматология, хирургия, травматология. В перспективе намечается расширение клинических специальностей, которым можно обучиться в нашем центре, и увеличение количества обучаемых практических навыков. Также в центре функционирует анатомическая мультимедийная лаборатория, использование планшетов, телевизионных экранов и специальной мультимедийной анатомической программы «Атлас анатомии человека» в формате 3D. В Центре обучения клинических навыков университета имеются все необходимые условия для студентов для изучения и развития практических и коммуникативных навыков по всем основным клиническим предметам. Также в Центре обучения клинических навыков проводятся мастер-классы, круглые столы, семинары, тренинги для студентов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов и преподавателей клинических кафедр нашего университета. Требования новых государственных образовательных стандартов, профессиональной компетенции выпускников и объективные условия реальной практики в здравоохранении диктуют необходимость изменений в методологии медицинского образования. Выпускник вуза обязан владеть определенным регламентируемым объемом практических навыков
и умений. Поэтому закономерно, что одним из главных направлений в сфере высшего медицинского образования является необходимость значительного усиления практического аспекта подготовки будущих врачей при сохранении должного уровня теоретических знаний. В то время как получение теоретических знаний не представляет больших сложностей, поскольку в распоряжении студентов и специалистов имеются книги, статьи, лекции, видеоматериалы, получение практического опыта всегда труднодостижимо, а главное – сопряжено с риском для здоровья реального пациента. Для этого и создаются симуляционные центры, учебные кабинеты, в которых профессиональное действие может быть неоднократно повторено для выработки уверенности в выполнении и ликвидации ошибок. Нами используются игровые методы обучения, специальные тренажеры, симуляторы и фантомы. В результате выигрывает и преподаватель, и студент, поскольку преподаватель сможет не только объяснить, но и практически показывать материал, а студент сможет гармонично связать теоретическое знание с практическими навыками. Я считаю, что врач любой специальности обязан владеть всем арсеналом знаний и умений, позволяющих в трудной ситуации выбрать единственный правильный диагноз и провести адекватное лечебное мероприятие. Помочь в этом нам должна оптимальная программа освоения необходимым профессиональным навыкам. В этом помогает внедрение современных тренажерных комплексов нового поколения, создание базовых учебных центров, помогающих плавно перекидывающих мостик от имитации в клинику к реальному пациенту. При использовании данных технологий в учебном процессе мы сталкиваемся с определенными ситуациями, такими же, как в реальной жизни, но которые в процессе обучения в клинике нам не удалось увидеть, и мы можем выполнить клинические навыки, не причиняя вреда пациенту. Как известно, для будущего врача наряду с хорошими теоретическими знаниями очень важное значение имеет развитие навыков и умений. Во всем мире в медицинском образовании для развития практических и коммуникативных профессиональных навыков студентов, кроме обучения в клиниках, также широко используется современная симуляционная технология. Занятия в Центре практических навыков – это интересный и интенсивный процесс освоения знаний и навыков, где есть возможность исправления ошибок, улучшения качества выполнения тех или иных навыков, в результате чего действия по выполнению практических и клинических навыков становятся легкими и доводятся до автоматизма. Современный врач-профессионал должен обладать высокоточными, отработанными профессиональными клиническими навыками. Мы студенты. Хорошо знаем, что медицинское образование имеет свою специфику. Всем хорошо известно основополагающий постулат медицины «не навреди», означающий, что своим действием медик рискует нанести вред своему пациенту. Соответственно, чем больше действий, тем больше риск. А действовать, то есть помочь, надо. При этом очевидно, что наибольшую опасность для пациентов представляют необоснованные, непрофессиональные и неотработанные действия врача. Таким образом, принцип, сформулированный Гиппократом, побуждает нас принимать только обоснованные, профессиональные и отработанные действия. Этому всему нам помогает и учит наш центр. Студентам, интернам, клиническим ординаторам очень нравится обучаться и развивать свои навыки и умения в Центре обучения клинических навыков с использованием симуляционной современной технологии, с использованием современных стимуляторов, муляжей и медицинских инструментов. Нам, студентам, очень нравится посещать Центр обучения практических навыков, так как у нас есть возможность развивать наши практические и коммуникативные навыки, используя современные симуляционные технологии и стандартизированных пациентов, развивать наши навыки и умения. Очень много желающих заниматься дополнительно после занятий. Поэтому в Центре обучения клинических навыков университета обучение проводится по двум расписаниям, то есть по основному расписанию и по дополнительным, те, которые дополнительно после занятий изъявляют желание развивать свои практические навыки и коммуникативные навыки. Кроме занятий по расписанию ежедневно с 2 до 6 специалистами центра проводятся консультативные занятия
для желающих студентов и клинических ординаторов. Одним из главных преимуществ симуляционного обучения в Центре обучения практических навыков является то, что перед посещением пациента, физикальным обследованием и проведением каких-либо манипуляций мы, студенты, имеем возможность предварительно изучить их на фантомах, манекенах и симуляторах. После этого мы уверенно можем идти к больному для обследования и назначения лечения. Кроме этого, в Центре обучения клинических навыков проводится прием практического экзамена по ОСКе, по семейной медицине, по клиническому году обучения, первого этапа государственного выпускного экзамена 6-го курса медицинского факультета, интернов и клинических ординаторов. В Таджикском государственном медицинском университете имени Абу Али ибн Сино созданы все условия для качественного обучения и подготовки высококвалифицированных врачей. Доказательством этого является то, что в Таджикском государственном медицинском университете имени Абу Али ибн Сино обучается 1126 иностранных студентов из 13 стран мира. Выпускники Таджикского государственного медицинского университета работают в качестве врачей, руководителей медицинских учреждений, руководителей научных организаций в более 42 странах мира. Анализы показали, что в результате проведенной совместно с нашими партнерами реформы медицинского образования отмечается повышение качества знаний, умений, навыков студентов и выпускников университета. Отмечается прогресс в процессе обучения, в частности, семейной медицине и профессорского преподавательского состава университета. Пользуясь удобным случаем, я от имени студентов хочу выразить благодарность правительству нашей страны, руководству Таджикского государственного медицинского университета во главе с профессором Гульжодом Мухаммадшох Курбунали и проектом реформирования медицинского образования за то, что создали для нас этот центр на международном уровне оснащения. От имени ректора, профессора Гульжода Мухаммадшох Курбунали, руководства, профессорского преподавательского состава и студентов Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино выражаем искреннюю благодарность руководству Швейцарского агентства развития и сотрудничества в Республике Таджикистан, Швейцарскому институту тропического и общественного здравоохранения, проекту реформирования медицинского образования и всем консультантам из университетов Швейцарии, Канады и Казахстана за всестороннюю помощь для создания Центра обучения клинических навыков в Таджикском государственном медицинском университете имени Абу Али ибн Сино, реформирования медицинского образования и вхождения Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино в европейское и международное медицинское образовательное пространство в рамках проекта реформирования медицинского образования в Республике Таджикистан. Необходимо отметить, что все эти достижения достигнуты благодаря всесторонней поддержке системы здравоохранения, образования и подготовки молодых кадров со стороны главы государства и правительства, основоположника мира и национального согласия, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона.